Здравствуйте, дорогие друзья! Представляю вашему вниманию очередную мою фрезу на МТЗ. Ширина ее рабочая где-то 2 метра 8 сантиметров. Общая ширина плюс еще вот здесь 7 сантиметров и 7-8 и здесь по лыже тоже 7-8 сантиметров. И того получается 2,08 и 16, ну получается где-то 2,20, скажем так, грубо. Вот. А именно рабочая ширина 2,08. Ну я там не собирался уже точно 2,10 делать там или 2, просто такой был вал. Не вал, а была труба на вал, плюс подшипнички, плюс то все, и получилось ровно где-то 2,08. Но это не принципиально, не столь важно. Вот. Что в этой фрезе я использовал? Все то же самое, что использовал в предыдущих своих фрезах. Как я уже говорил, я остановился именно вот на такой форме, именно с трубой 630, плюс крышку делаю тоже с бочек 200-литровых, ищу старые бочки старого образца, которых толщина металла хотя бы 1,5 миллиметра, 1,5-2, потому что в современных бочках толщина металла может вообще 0,5 или 0,6 там, и если камушки будут попадать, вся вот эта крышка будет в вмятинах. Вот. Потому ищу бочки старого образца, в которых вот ребра жесткости такие вот мощные и мощное железо. Тогда железо не жалели, сейчас на всем экономят. Вот. Дальше что? Какие новшества, как бы, или не новшества, а изменения я сделал в этой фрезе? Ну, раньше я делал фрезы на колесах, даже 1,40 м делал на колесах, но посмотрел множество заводских фрез, очень мало есть фрез заводских на колесах. Я тоже решил делать на лыжах. Вот и эта фреза, хотя даже она 2 с лишним метра, я решил ее тоже сделать на лыжах. Немножко лыжи изменил, не такие, как в тех предыдущих фрезах, но принцип работы такой же самый. Вот, сейчас стоит на самом высоком, и еще есть 2 отверстия, то есть 3 вида глубины можно использовать. Вот, просто откручиваются гайки, лыжа снимается, одевается на нужную высоту. Вот такое новшество. То, что я говорил по поводу натяжки в предыдущих видео, вот. Теперь я натягиваю вот здесь, вот этим вот поросенком. Подкладываю, вот даю запас такую пластину, которая при необходимости, если цепь растянулась, болты откручиваются, эти отпускаются, сюда подкладывается пластина и все зажимается. Вот. Редуктор использую 1,25 к 1. Вот. Почему так? Потому что как бы так получается у меня лучше всего. Но вот сейчас я проверил, что можно даже будет, потому что 1,25 к 1 очень трудно найти редуктор. И буду, наверное, искать, если будет попадаться 1 к 1, потому что уже подойдет и 1 к 1. Вот я использую в данной бортовой, вот здесь в данной бортовой использовал звездочки. Вот проблема, конечно, найти звездочки. Вот ищу звездочки, какие попадаются. Я в основном использую звездочки на 18 зубов, потому что она как раз сюда хорошо становится, уже больше зубов она не влезет. И ищу звездочки, вот это на 10 зубов, это на 11 зубов. Получается тоже передаточная где-то, скажем так, 1 к 0,8 и там 1 к 1,25, получается где-то 2,5, скажем так, 2,5, может даже и чуть больше. Вот сейчас в данный момент здесь на этой фрезе, здесь вверху стоит звездочка на 10, внизу на
18. И редуктор передаточный 1,25 к 1. Вот я наметил. И мы сейчас посмотрим, покрутим, сколько получается передаточное число. Вот. Крутим. Вот. ВОМ, скажем так, сделал 1 оборот. Здесь еще не видно. Крутим дальше. Так, ВОМ сделал 2 оборота. Здесь еще не дошло. То есть уже передаточный получается 1 к 2. И еще немножко, еще половинка, то есть четвертинка. 2,25 получается. Нет, не четвертинка. Ну да, четвертинка. Получается 2,25. Вот эти 1,25, то есть эти 0,25, если использовать 10 и 18, то можно даже использовать редуктор 1 к 1. 1 к 1. И эти 25, 0,25 как раз уберутся и получится 2 передаточные 2 к 1. Если на ВОМе, допустим, 540 максимум, то здесь на валу максимум получится, делим на половину, получится 270. Это уже даже очень замного. В данной фрезе получится примерно минус 0,25. Получится где-то не 270, может 230, может получится нормальные обороты. Вот 230, 240, примерно так вот. Вот такие вот как бы изменения. Вот еще что я, какие изменения немножко внес. Вот здесь я показывал на креплении. Здесь я сверлю рессору отверстие 10. Вот. И 10. Ой, нужно одной рукой. И вот здесь на этой пластине тоже я раньше сверлил 10. И когда начинаешь это все скручивать, сваривать, а потом вставлять нож, то где-то, конечно, это не станки ЧПУ, а все делается вручную. И где-то сварка тянет, и иногда болт не попадает в отверстие. Теперь я стал сверлить не 10, а 11 сверлом, чтобы немножко здесь был такой запас, скажем так. И когда свариваю, где-то сварка туда-сюда потянет, уже болт свободно вот влазит в это отверстие. А 10 с 10 очень сложно попасть, как бы приходится потом немножко или здесь где-то подпиливать, или с этой стороны подпиливать, чтобы немножко сместить нож туда-сюда, чтобы совпали отверстия. Вот. Вот еще что. Раньше я вот делал пружины. Вот здесь я и сейчас делаю пружины. Потом, когда поднимаю крышку, здесь делал тоже, приваривал гайку и пружиной зацеплял и как бы крышка висела. Но теперь я это решил не делать в целях безопасности. Если надо будет поднять крышку и что-то там делать, то лучше ее снять. Она очень легко снимается, как двери. Теперь я сделал, вот здесь я уже говорил, что позаимствовал в грузовиках. Здесь такие вспомогательные дополнительные пластины. Сюда кладется и туда запихивается, и все. Вот еще что хочу сказать. Многие механизаторы вот мне говорят, что обрабатывают целину. И я вот много смотрю видео, показывают, как обрабатывают целину, там то все. Но я как бы не сторонник фрезами обрабатывать целину. Мне механизаторы говорят, что никто не хочет платить за тройную обработку. Сначала вспахать, там потом передисковать, а потом только пройтись фрезой. Ну да, может и правильно, никто не хочет, хозяин земли не хочет платить за тройную обработку.
тогда будет платить хозяин фрезы или хозяин трактора за сломанные ножи, за растянутые или порванные цепи, за подшипники, за крестовины, скажем так, за все остальное. Это, конечно, дело каждого механизатора. Вот, хозяин хочет как подешевле, чтобы обошлось, но механизатор тоже старается не упустить клиента и запускает фрезу в целину. Вот. Ну, а на целине, конечно, эта нагрузка идет в 2 раза больше. Вот. Да, еще вот забыл сказать, здесь на этой лыже, вот здесь, поскольку здесь кожух, и чтобы туда не попадала как бы грязь, не терся кожух сам по земле, здесь я еще сделал такую вот защиту. Она по мере поднятия будет вот так двигаться, и уже здесь кожух сам, вот эта бортовая, не будет тереться по земле, и туда не так особо будет попадать грязь. Здесь бортовая не герметичная, здесь масло не залито, здесь просто смазано солидолом. Вот этот болтик я показывал, там стоит такая успокоитель такой типа жигулевского моторного, но сделан с рессоры на пружинке. Вот. А цепь натягивается вот этим макаром. Вот такие вот некоторые дополнения в моей фрезе. Здесь вот я говорил, ставлю на ленивце подшипничек поменьше, 208, по-моему, он там написано, 208, а здесь уже где стоит сама бортовая и нагрузка больше, потому что там стоит звездочка, здесь уже ставлю 308. Вот он помощнее и понадежнее. Вот все такие вот дополнения, изменения в моей фрезе. Все, спасибо за внимание. Спрашивайте, что смогу, то отвечу. До свидания.